Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на очень непростую и достаточно тяжелую тему. Тема рухнувших отношений. Кто не смог смириться, кто хочет докопаться до правды, пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте узнаем, по какой причине ваши отношения не состоялись, либо рухнули. Понятно, что непростая тема, не все эмоционально к этому готовы, но кто у меня сильный, кому есть за что либо кого спросить, пожалуйста, присоединяйтесь и давайте смотреть. Загадайте на себя и на мужчину. Ничего не спрашивайте, я спрошу сама. Так, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть сила будет моими руками, но любовь между вами была, и любовь была настоящая. Это не фальшивка, не фейк. Это настоящее сильное чувство. Привязка была очень сильная. Вы знаете, такое ощущение, как будто бы вы насмотреться друг на друга не могли, надышаться друг другом не могли. В интимном плане очень друг другу подходили. По крайней мере, мужчина с вами, ну, просто в небесах летал. Такое состояние прям блаженное было у него. Так, чувства. Хорошо, такие сильные чувства. Но почему же все рухнуло? Почему рухнуло? Но с вашей стороны, вот именно по вашей части, я вижу, что вы гораздо сильнее, чем он. Причем во всех аспектах. Начиная от физических, заканчивая умственными. То есть вы более волевая, вы более решительная, психологически стойкая, и более интеллектуальная, более дальновидная. Вы очень, кстати, прагматичная женщина, и это большой плюс. Вы не летаете в облаках. Вы стабильно и четко стоите на земле, на этом вы и держитесь. Да, не только, кстати, вы, и все ваши близкие за вас держатся, потому что видят в вас опору, видят ваш стержень. Да, вы, кстати, очень привлекаете людей вот именно своей этой внутренней силой. Внутренней. Вот с вами спокойно, с вами хорошо. При этом вы достаточно требовательная женщина. Вы очень болезненно относитесь, когда люди вот такие мямли, когда люди пытаются себя выгородить, когда люди лукавят, знаете, как виляют, вы прям терпеть этого не можете. Это вас бесит, очень сильно бесит. Вы вот прям готовы порвать за такое поведение, особенно если мужчина так себя ведет. Для вас это страшно, страшно, недопустимо и преступно. Вот в ваших глазах я это вижу. Вообще у вас такой типаж, вы внешне как женщина-весна, такая вся свежая, такая вся в нудовых тонах, вот манкая, а внутри вы железная леди, вы снежная королева, у вас вот прям логика, железный интеллект, решительность, ой, какая вы интересная. Вы взрываете мозг мужчинам. Действительно взрываете. Они ведь думают, что вы как маленькая девочка, да, конфетку показала, и она уже за ним пошла. А вы нет. Нет. И мужчина в шоке от вас, в шоке просто. Но кто посильнее, еще пытается как-то там держать себя в руках. Кто послабее, просто, вы знаете, отползают. Тихо задом отползают от вас. Страшно. Вы мужчин вот как семечки щелкаете. С вами просто так не пофлиртуешь. Нет, вы не такая. Да вы и не хотите тратить время на пустой флирт. Вы слишком заняты
заняты, да, занятая женщина, у вас очень много дел. Есть чем заняться, есть где себя применить. Что касается этого мужчины, ну, это противоположность, полный антипод. То есть там, где вы сильная, он очень слабый. Там, где вы жесткая, он невероятно мягкий. Вот все, что вы не любите, все, против чего вы выступаете, было в нем. Да. Вы долго закрывали на это глаза, потому что чувства были, и чувства очень сильные. Но всему же есть лимит, всему же есть предел. И тут, как говорится, нашла на камень. Если говорить просто, то мужчина не оправдал ваших ожиданий. Если разбираться, ну это не ваш был человек, Господи, он вам был не по судьбе. Он не сделал бы вас счастливой и не дал бы вам то, чего вы так сильно хотите. А ведь вы хотите простого женского счастья. Да? Ничего сложного нет. Он не способен был на то, чтобы сделать вас счастливой. В глубине души вы это знаете, вы это понимаете, вы это чувствуете. Но вот те чувства, которые испытывали к нему, иногда затуманивают мозг. Да, ну это как болезнь, да? Болезнь ОРЗ, ОРВИ. Это проходит, и у вас обязательно пройдет. Пока стадия принятия у вас еще не настала, она еще впереди. Девочки, вы вылечитесь от этого наваждения, вы поймете, о чем я говорю. Знаете, сейчас вы на него злы, сейчас вы негодуете в его сторону, вы думаете, что была надежда, что была возможность вам все-таки построить отношения. Но придет тот час, когда вы вздохнете с облегчением и скажете, что как хорошо, что мы разошлись и, скажем так, не испортили друг другу жизнь. Да, вы поймете, обязательно поймете, и будет и принятие, все хорошо будет. Так, по поводу мужчины, что еще могу сказать? Кроме того, что он хиленький и слабенький на вашем фоне, он еще под каким-то колпаком, девочки. Реально, под колпаком. Скорее всего, либо он очень такой, знаете, ведомый человек, то есть ему всегда нужен проводник, да, кого он слушает, кому он доверяет, кому он ходит за советами. Здесь либо мама, да, он такой, знаете, мамочкин сынок, без мамы и шагу не сделает, либо это какой-то друг, который им крутит-вертит, как он пожелает. Я имею в виду друг, да. Есть какая-то привязка к какому-то другому человеку. Вот если бы он увидел лидера в вас, возможно, все было бы по-другому. Да, либо дольше продержались ваши отношения. Но нет. Здесь вот уже кто-то его успел околпачить. И вот тот другой человек, будь то мама, будь то друг, очень много негатива выливали ему в уши относительно вас, потому что вы для этих людей были как угроза, как соперница, да. Вот его некоторые поступки плохие в отношении вас, либо нерешительные, вот причина им вот эти наводки, либо эти увещевания, да, которые ему вливали в уши. Так. Будет ли этот мужчина счастлив? Ну, знаете, я так скажу, ему для счастья многого не надо. Абсолютно не надо. Он какой-то уж слишком в этом плане нетребовательный и простой. Будет ли он счастлив? По-своему, да. Но так, как он мог бы быть счастлив с вами, нет, с другой женщиной никогда не получится. Кстати, у этого мужчины идет несколько браков. 2 либо 3 даже брака, возможно. У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Вот не вижу я рядом с ним благородную женщину, такую же, как и вы. Вы ведь действительно очень благородная. Вижу таких, знаете, там попользоваться, поиграться и выкинуть. Долго он будет искать своего семейного счастья, часто будет вспоминать о вас. Кстати, у вас тут у кого-то отыграется, что скрест идет, то есть вы еще встретитесь обязательно, возможно, даже еще раз попробуйте, но результат будет точно таким же. Что касается вас, ну, вам счастье на роду написано, девочки. На роду написано быть счастливой, быть любимой.
обласканной быть. Вот что на роду написано. Возраст, ваш возраст. Вот сейчас, я знаю, есть любительницы такие, вот сидят женщины и пишут: «О, куда же мне еще один брак, либо куда же мне счастье, ведь мне уже 75. Девчоночки, раз вы на мою отсыпку попали, вы поймите, случайностей не бывает. Каждый день на ютубе выходит, я не знаю, там тысячи, десятки тысяч разных видов гаданий, да, разных видео. Вы из этих десятков тысяч попали именно на это. Значит, мое предсказание конкретно для вас и о вас. Поэтому писать мне, что ой, нет в моем возрасте, ой, нет, не надо. Не надо, поверьте. Вот как станете счастливы, вспомните меня. Да, хотя бы мысленно вы передайте мне привет. Я обязательно его услышу, с пространства прочитаю. Нет, любовь у вас еще будет. Вот вам, в отличие от этого загаданного мужчины, любовь на роду прописана. Знаете, появится тот, кто вам подстать. Вот тоже и сильный, и волевой, и духовный человек. Вы ведь мужчину еще, как знаете, по духовности оцениваете. Очень много пустышек было в вашей жизни. Вот вроде человек неплохой, а вот что-то не хватает, духовности не хватало. Вот такой мужчина у вас появится. Сразу хочу сказать, мужчина, кто сделает вас счастливой, он, вот знаете как, с себя корону снимет и вам на голову оденет. Так и скажет: правь мною. Ты умная, красивая, ты женщина. Я вот весь к твоим услугам. Мужчина будет все свои мужские обязанности выполнять. И я не про интимную близость, я про работать там, по дому, там, ремонтировать там, с детьми. Вот. При этом все главные решения будете принимать вы. Мужчина не будет с вами соревноваться, либо спорить, кто из вас главнее, либо кто должен принимать решения. Вот он вас прочитает и прям порадуется, скажет: вот с такой женщиной будет настоящая крепкая семья. Вам нужно, чтобы вас признавали. Вам нужно, чтобы не преуменьшали вашу роль в жизни, в отношениях, неважно. Такого мужчину Боженька вам пошлет. Обязательно. Ведь вы этого, девочки, достойны. Очень-очень достойны. Не переживайте вы за то, что было. Думайте о том, что будет. Если вы хотите ускорить процесс нового знакомства, здесь нужно принимать меры. Есть очень хорошие обряды, есть очень хорошие молитвы. Опять же таки, да, можно обращаться к Пресвятой Деве Марии Богородице. Все это можно делать, было бы ваше желание. Я просто вижу, что вы очень занятой человек, у вас не всегда остается время для себя. Хотите поскорее стать счастливой? Пожалуйста, я вам сказала. Занимайтесь собой, занимайтесь этим вопросом. Счастье вам на роду написано. И даже в этом не сомневайтесь. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.